Бисмилля, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогие братья и сестры. С позволения Аллаха Субханаху ва Та'аля мы продолжаем читать книгу изучения ля иляха илля. И мы с вами были на 3 главе и остановились в словах Аллаха Субханаху ва Та'аля, который сказал: «Ва асбага алейкум ни'матаху захиратау ва баатинах». И Он даровал вам свои благословления, явные и скрытные. Суфьян ибн Уяйна, рахимахуллах, говорил: «Ман'ама Аллаху аля аль-ибади ни'матан а'зама мин ан аррафахум ла иляха илляллах фил ахирати кальмаи фид дунья». Аллах не даровал своим рабам большего благословления, чем знание того, что ла иляха илляллах в будущей жизни подобен воде, как в этом мире для человека. Эти его слова передал имам Аль-Байхаки. И также передается хадис от Абу Хурайры, радийаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аль-иману бид'ун ва саб'уна ау бид'ун ва ситтуна шу'батан, фа афдалуха каулу ла иляха илляллах». Вера состоит из более чем 70 или более чем 60 ветвей. Самая высшая из них это слова ла иляха илляллах. Хадис передал имам Аль-Бухари и имам Муслим. И обратите внимание, что слова ла иляха илляллах это одни из самых высших ветвей имана. На нем начинается иман, и на нем он заканчивается. На нем держится ветви ла иляха илляллах. На ла иляха илляллах держится, что вся религия. Суть религии от начала до конца. А это единобожие. Это ла иляха илляллах. И поэтому мы должны изучать ла иляха илляллах. Мы обязаны изучать таухид. Каждый из нас должен быть муахидом в действительности. В словах, в делах, в убеждениях, чтобы мы были единобожниками, знающими Аллаха Субханаху ва Та'аля, знающими ла иляха илляллах, знающими основу ла иляха илляллах, основу религии. И также сказал имам Ат-Тайби, рахимахуллах: «Афдалу дзикри каулу ла иляха илляллах, ва хия калиматул улья, ва хия аль-кутбу алладhi ядуру алейха раха аль-ислам, وهي القاعدة التي بني عليها أركان الدين وهي شعبة التي هي أعظم الشعب الإيمان بل هو كله وليس غيرها». Аллаху Акбар. Посмотрите на эти слова, что имам Ат-Тайби, рахимахуллах, говорит: лучшее поминание это слова ла иляха илляллах. Это высочайшее слово, ось вокруг которого вращается ислам. Это основание, на котором построены столпы религии. Это ветвь, являющаяся высшей из ветвей веры. А по сути сама суть веры, и ничего вне нее нету. То есть вся религия охватывает ла иляха илляллах. Суть религии ла иляха илляллах. Столпы религии ла иляха илляллах. Основа религии ла иляха илляллах, ради которого были созданы люди и джинны. Ла иляха илляллах, ради которого были созданы небеса и земли, ради которого были ниспосланы посланники, ради которого были ниспосланы книги, писания, и ради которого Аллах Субханаху ва Та'аля сделал обязательным джихад, сражения, ради которого люди были различены на две группы: шакийюн ау саид, несчастный или же счастливый, обитатели ада и обитатели рая, ради которого была установлена аль-валя валь-бара, дружба людям ла иляха илляллах, дружба ахлю ла иляха илляллах, и вражда и ненависть, и борьба, и джихад против тех, которые оставили и отказались от ла иляха илляллах. И имам Ас-Сан'ани, рахимахуллах, говорит: «Хадхи калимату шарифату хия аллати абаха Аллаху аль-арваха والأنفس والأموال وصاني بها وبعث رسل أولهم وآخرهم بدعاء الخلق إليها كل رسول يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وهي على شعب الإيمان». Это благородная фраза, та, благодаря которой Аллах сделал дозволенным для мусульман жизнь, души и имущество, сохранил их ею. Ради нее Аллах посылал своих посланников, первых и последних, с призывом творения к ней. И каждый посланник говорил, призывая: «Поклоняйтесь Аллаху, нет у вас иного божества, кроме Него». И это высшая из ветвей веры.
Эти его слова передаются в Ат-Танвир Шархуль Аль-Джами Ас-Сагир во втором томе, странице 554. И также имам Суфьян ибн Уяйна, рахимахуллах, говорил: «Ма лам такун ма'аху ла илаха илляллах, фахуа маййтун». Те, у кого нету ла илаха илляллах, то он мертв. Лучшие слова — это ла илаха илляллах. Слова ла илаха илляллах лучше, чем этот мир и все, что в нем есть. Выше и ценнее. И нет выше этих слов ничего. Как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Лиан акуля субханаллахи, вальхамдулиллахи, ва ла илаха иллаллаху, валлаху акбар, ахаббу илайя, мимма тал'ат алейхи шамс». Когда я говорю субханаллах, альхамдулиллах, ла илаха иллаллаху, аллаху акбар, для меня любимее всего, над чем восходит солнце. И шейхуль ислам ибн Таймия, рахимахуллах, говорит: السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتين. Праведные предшественники, наши салафы и имамы после них единогласны, что первым изначальным приказом Аллаха субханаху ва тааля является слово двух свидетельств. Слова «Ла илаха илляллах, Мухаммадур Расулуллах». Эти его слова передаются в книге Дарут Таарруд. И имам Ибн Аль-Кайим, рахимахуллах, говорит в Мадариджус Саликин: «Ат-таухид ауалу ва ахиру ваджибин». Таухид, первое и последнее обязательство для рабов, это таухид. Это таухид, с которым начинается, что приказы Аллаха субханаху ва тааля: «У'будуллаха», поклоняйтесь Аллаху, «ва ла тушрику бихи шей'ан», не предавайте к нему ничего в сотоварищи. Каждый аят, в котором содержится «У'будуллаха», поклоняйтесь Аллаху, в нем таухид. И в каждом аяте, где Аллах говорит «Ва ла тушрику биллахи шей'ан», и не предавайте Аллаху сотоварищей ничего, в нем содержится таухид, в нем содержится «Ла илаха илляллах». И также последней обязанностью раба является слова «Ла илаха илляллах», чтобы он перед смертью что? Чтобы произнес слова «Ла илаха илляллах». Как об этом передает хадис, в котором посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, как передается ан Муаз ибн Джабалин, радийаллаху анху, قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. Кого последние слова будет «Ла илаха илляллах», войдет в рай. И этот хадис передал имам Абу Дауд в Сунане и имам Ахмад в Муснаде. И кого же будет последние слова «Ла илаха илляллах»? Разве те, которые просто произносят эти слова, не зная его смысл, не зная его арканы, не зная его шуруты, не соблюдая и не живя, разве они могут произнести перед смертью «Ла илаха илляллах»? Разве человек, который не жил на «Ла илаха илляллах», не жил свою жизнь, не прожил даже одного дня с «Ла илаха илляллах», он будет произносить «Ла илаха илляллах» перед смертью? Нет. «Ла илаха илляллах» будет произносить перед смертью тот, кто жил с этим, жил с «Ла илаха илляллах». Он отдал свою жизнь, полностью посвятил на «Ла илаха илляллах», на выполнение условий «Ла илаха илляллах», на выполнение арканов «Ла илаха илляллах» и на выполнение его обязательств, его приказов и его запретов. Он отдал свою жизнь и свою смерть ради «Ла илаха илляллах». Вот только такой человек может произнести перед смертью «Ла илаха илляллах». А человек, который произнес его когда-то в детстве, который даже не знает дословного его перевода, не говоря уже о смысле, не говоря уже об арканах, не говоря уже об условиях, человек, который не знает даже перевод, разве он может быть мусульманином? Разве он может произносить это перед смертью, эти слова таухида? Нет, эти слова произносит тот, кто реально жил с этим словом. Жил, просветил свою жизнь и посвятил все себя на «Ла илаха илляллах». Только такой человек может произносить эти слова перед смертью. Просим Аллаха субханаху ва тааля сделать нас из числа тех, которые последние его слова будет «Ла илаха илляллах». И быть из числа тех, которые, что посредством последних этих слов попадут в рай. Амин, я раббаль алямин. И имам Ибн Аль-Кайим, рахимахуллах, говорит в Мадариджус Саликин: التوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فهو أول واجب وآخر واجب فالتوحيد أول الأمر وآخره. Аллаху Акбар. Смотрите, как же прекрасно описал этот хадис и разъяснил имам Ибн Аль-Кайим. Говорит, таухид – это изначальное, с чем входят в ислам, и последнее, с чем покидают этот мир. Как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, тот, чьим последним словом будет «Ля иляха илляллах», войдет в рай. Таким образом, таухид – это изначальный ваджиб и последний ваджиб. То есть первый и последний приказ Аллаха субханаху ва тааля – это таухид, это «Ля иляха илляллах», это «Ля иляха илляллах». Эти слова имама передаются в Мадариджу Саликин в 3 томе, странице 444. И также Всевышний Аллах субханаху ва тааля повелевает: «Инна алладина калу раббуна Аллахи thumma стакаму». Воистину те, которые сказали «Наш Господь Аллах», а потом были стойкие. Стойкие на чем? На своем слове. Сказали «Наш Господь Аллах». «Инна алладина калу раббуна Аллах». Аллах что? Наш Господь. Они были стойкие на своих словах, которые произнесли. Аллах субханаху ва тааля произносит что? Похвалу. Дает похвалу этим, упоминая их в своем писании, которые мы читаем до сегодняшних дней. И также передается от Саида, что он, рахимахуллах, сказал: قرأت عند أبي بكر الصديق هذه الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال هم الذين لم يشركوا بالله شيئا. Я прочитал возле Абу Бакра ас-Сиддика, да будет доволен им Аллах, аят воистину к тем, которые сказали «Наш Господь Аллах», а потом были стойкие. Абу Бакр ас-Сиддик, радийаллаху анху, сказал: это те, которые не предавали Аллаху сотоварищей. Это те, которые что? Не предавали Аллаху субханаху ва тааля сотоварищей. Они не были мушриками, а наоборот, они были те, кто ухватился за урватуль вутка, ухватился за ля иляха илляллах. Именно этих Аллах субханаху ва тааля похвалил в своем писании. Именно этих людей, которые были единобожниками, которые сказали, что наш Господь Аллах, и держались этого слова, и были стойкими на этом слове, и были стойкими на этом договоре, который они составили с Аллахом субханаху ва тааля, сказав «Воистину наш Господь Аллах». Они были стойкие на этом. И Ибн Аббас, радийаллаху анху, говорит: «Ай аля шахадати анна ла иляха илляллах, фала хауфун алейхим, валя хум яхзанун». Аллаху Акбар. Ибн Аббас говорит, то есть они свидетельствовали, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, они не испытывают страха и не будут опечалены. Имам Аль-Багави, рахимахуллах, в своем тафсире к этому аяту процитировал сообщение от Муджахида, Ибн Аббаса, Икримы и Ибн Умара, которые сказали, что значение аята 30 из суры Фуссилят таков, что они оставались, действовали согласно слову «Ля иляха илляллах» до смерти. Они сказали «Раббуна Аллах». Что? Они сказали «Раббуна Аллах, thumma стакаму». Они сказали «Ля иляха илляллах». И были до самой смерти, что действовали согласно этому слову. Они жили на этом слове, действовали на этом слове и умерли на этом слове. Когда слово «таухид» принимается с верой, то она полностью очищает сердце от кого-либо, кроме Аллаха субханаху ва тааля. Он не надеется ни на кого, кроме Аллаха субханаху ва тааля. Не боится никого, кроме Аллаха субханаху ва тааля. Не полагается ни на кого, кроме Аллаха субханаху ва тааля. И всем устремлением устремляется к Аллаху субханаху ва тааля. Он не надеется на каких-то людей, на каких-то правителей. Он не взыскивает, не ищет довольства кого-то, довольства людей, довольства грязных каких-то тагутов. Нет. Человек, который понял «Ля иляха илляллах», человек, который освоил, принял с верой и с полностью якином, знает, что он не будет взыскать никому, кроме Аллаха субханаху ва тааля, не будет надеяться ни на кого, кроме Аллаха субханаху ва тааля, не боится никого, кроме Аллаха субханаху ва тааля. Даже если ему отрежут язык, он будет говорить истину, будет говорить «Ля иляха илляллах». Он не боится никого, кроме Аллаха субханаху ва тааля. Он полагается только на Аллаха субханаху ва тааля. Он не полагается на каких-то тагутов, на каких-то залимов, фасиков, которые, быть может, его что сделают? Быть может, его оставят, либо
боясь из них, скрывает истину. Нет, он человек, который понял ля иляха илляллах, у него будет кипеть ля иляха илляллах в крови. Он будет что делать? Он будет не будет бояться никого, кроме Аллаха субханаху ва тааля. Будет говорить истину, не боясь никого. Будет надеяться только на Аллаха субханаху ва тааля. Он не устремится к каким-то могилам, он не устремится к каким-то аулия и в обликах, которые шейхи, либо он не устремится к каким-то деревьям, которым поклоняются, не будет надеяться на каких-то камушек, которые вешают себе. Нет, он устремится всем устремлением, всем сердцем и всем убеждением только к Аллаху субханаху ва тааля. Он будет что? Очищать сердце от кого-либо, от любых тавагитов, от любых могил, либо же других божеств, которым предают Аллаху сотоварищей субханаху ва тааля. Он не будет надеяться ни на каких-то шейхов, тарикатчиков или других. Он не будет бояться каких-то тагутов, скрывая истину. Нет, он не будет полагаться на кого-то, на какого-то, скажем, богатого человека, что он одарит его, либо даст какой-то кусок хлеба. Нет, он устремится к Аллаху субханаху ва тааля всем устремлением. И также Всевышний Аллах субханаху ва тааля говорит: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك فوز العظيم. Этот день, когда правдивым людям принесут пользу их правдивость, им уготованы райские сады, в которых текут реки, они пребудут там вечно. Аллах доволен ими, и они довольны им. Это великое преуспеяние. Аллаху Акбар. Валлахи, это великое преуспеяние. Не может быть более преуспеяния, чем это преуспеяние. Это день, когда не принесут пользы ни богатство, ни дети, ни положение среди людей, которое у тебя было. Ничего не принесет тебе пользу, кроме что? Кроме твоих дел. Кроме твоего ля иляха илляллах, с которым ты жил. Кроме твоего ля иляха илляллах, которому ты посвятил свою жизнь. Которому ты посвятил свои дни и ночи в изучении и в действии посредством этого. В которые ты что? Следовал и жил поэтому и умер на этом. Только это поможет человеку в день, когда ничего не поможет, кроме как правдивость, кроме как что? Правдивость ля иляха илляллах, правдивость с Аллахом субханаху ва тааля. Аллахи, мы должны быть правдивы с Аллахом субханаху ва тааля. Не с людьми. Нет, Аллахи, мы не будем перед людьми отчитываться. Нас будет отчитывать Аллах субханаху ва тааля, Господь миров. Нас будет отчитывать Аллах субханаху ва тааля. Мы будем стоять перед Аллахом субханаху ва тааля. Мы, быть может, некоторые из нас, показывая себя, что он муахид, что он такой богобоязненный. Нет, мы должны быть искренними. Мы должны быть искренними, потому что только искренность перед Аллахом субханаху ва тааля поможет в тот день, когда не поможет ничего, не принесет ничего пользу, кроме что? Кроме правдивости. В этот день только правдивым поможет их правдивость. А если в этом мире быть лицемером, который притворяется перед каким-то, когда собирается среди мусульман, говорит: «Маша Аллах, ля иляха илляллах, бисмилля», однако в душе является лицемером, это ему не поможет. Просим Аллаха субханаху ва тааля защиты от этого. И имам Ар-Рази упоминает в своем иснаде в Ибн Аби Хатим толкование этого аята слова Ибн Аббаса радийаллаху анху, عن ابن عباس في قوله تعالى هذا يوم ينفع صادقين صدقهم يقول ينفع الموحدين توحيدهم. الله أكبر. Ибн Аббас радийаллаху анху говорил: аят Аллаха субханаху ва тааля, это день, когда правдивым людям принесут пользу их правдивость. Он говорит, это день, в котором муахид получит пользу от своего таухида. Муахид получит пользу от своего таухида. Обрадуйтесь, о муахиды. Обрадуйтесь, о мои дорогие братья и сестры муахиды. Клянусь Аллахом, в тот день принесут пользу, принесут плоды наш таухид, который мы сегодня держимся. Клянусь Аллахом, о мой брат, который чужд в этом мире, который чужд среди своих же, который чужд среди своего же общества. Держись таухида, даже если ты останешься один.
Ведь именно этот таухид принесет тебе пользу в день, когда не будет никакой пользы. Клянусь Аллахом, сегодня, даже если тебя считают отсталым, но то если держишься таухида, ты будешь успешным в судный день, когда не будет больше и лучше и выше преуспеяния, чем твое преуспеяние с таухидом. И слова «Ля иляха илляллах» делает кровь и имущество запретным, как об этом говорится в хадисах, как от Тариха ибн Ашима аль-Ашджаи передается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Ман каля ла иляха илляллах ва кафара бима ю'баду мин дуниллах, харума малуху ва дамух, ва хисабуху аля Аллах, ва фи риваятин ман ваххада Аллаха thumma закар». Кто скажет «Ла иляха илляллах» и проявит неверие во все, чему поклоняются помимо Аллаха, то его кровь и имущество будут запретны, будут в безопасности, а его расчет у Аллаха субханаху ва та'аля. А в другом риваяте говорит, кто уединил Аллаха субханаху ва та'аля, и дальше хадис. Хадис передал имам Муслим. И первое, к чему призывают, это свидетельство «Ла иляха илляллах». Первое, с чего начинается призыв, это свидетельство «Ла иляха илляллах», чтобы мы призывали, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха субханаху ва та'аля. Как это в хадисе Муаза, радийаллаху анху, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отправил его в Йемен, сказал ему, как передается со слов Ибн Аббаса, радийаллаху анхума, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, посылая в Йемен Муаза, радийаллаху анху, сказал ему: «Уд'ухум иля шахадати анна ла иляха илляллах ва анни расулуллах, фаинхум ата'ука лидалик, فعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراعهم». И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит Муазу: «Призови их», то есть произнести свидетельство о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, чтобы они произнесли «Ла иляха илляллах». Призови их к этому, к «Ла иляха илляллах», и что я посланник Аллаха, «Ва анна Мухаммадан, ва анни расулуллах», «Анна Мухаммада расулуллах», что посланник Аллаха является Мухаммадом. И если они подчинятся тебе этому, то осведоми их, или же уведоми их о том, что Аллах вменил им в обязанность совершения 5 молитв ежедневно. Если же они подчинятся тебе и в этом, то поведай им о том, что Аллах обязал их выплачивать садака, которую следует брать у богатых и отдавать их бедным из их числа. Хадис передал имам Аль-Бухари, имам Муслим и Абу Дауд, и Ат-Тирмизи, и имам Ахмад. И Ибн Аль-Кайим, рахимахуллах, упомянув этот хадис, сказал: «Единобожие является ключом к призыву всех пророков». Аллаху Акбар. Все пророки призывали к единобожию, как это передается в Мадариджу Саликин в 3 томе, страница 443. И каждый, кто истинно и правдиво произнес слова таухида, будет спасен, потому что он говорит истинно и правдиво. Он откликается, действует согласно столпам и условиям и требованиям этого слова. Он живет согласно этого слова и умрет ради этого. И такой человек спасется, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Я айюханнас, кулу ла иляха илляллах туфлиху». Посланник Аллаха говорит: «О люди, скажите и уверуйте в то, что нет истинного божества никого, кроме Аллаха, и вы будете спасены». Этот хадис передает имам Ахмад. И также слова «Ла иляха илляллах» — это высшее проявление имана, как передается от Абу Хурайра, радийаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аль-иману бид'ун ва саб'уна ау бид'ун ва ситтуна шу'батан, фаафдалуха каулу ла иляха илляллах, ва аднаха имататух аль-адha анит тарик, валь хаяу шу'батун мин аль-иман». Вера имеет более 70 или более 60 ответвлений. Наилучшие из них слова «Ла иляха илляллах». Наилучший из них это «Ла иляха илляллах». Нет божества, кроме Аллаха. А наименьшее это устранение с дороги того, что мешает проходить людям. А стыдливость, хая — это одно из ответвлений веры. И я думаю, сегодня на этом, иншаллах, остановимся и продолжим на следующем уроке. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.